таджикские коммунисты снова взвинчивают цены за нашу базу в Таджикистане. В наглую. Значит, что у России есть деньги, платите больше. Вот мы им и говорим, не будем вам больше платить. И прекращаем принятие ваших рабочих к нам на работу. Тогда что сделает Рахмон, глава республики? Он же прекрасно понимает, что ему конец. Ибо афганские исламисты затопчут Таджикистан. А его, как Наджибулу, повесят в центре города Душанбе. Не переведи Господь. Тогда они уже стучатся в кремлевские двери и говорят, хотим в таможенный союз Россия, Беларусь, Казахстан. Поэтому страшновато, конечно, выступать. Я тут столько услышала о мигрантах, а я тоже мигрант. Да. Я руководитель интеграционного центра «Рация и закон». Фамилия у меня экзотическая для слуха. Это Джураева Гавхар. Я занимаюсь мигрантами с 93-го года, поэтому опыт из Таджикистана. То есть вы, на самом деле, из всех присутствующих здесь единственный истинный ариец. Потому что на территории Советского Союза было только два народа, которые попадают под этническое определение арийцы. Это аланы и таджики. Про арийцев не знаю, нет, но правда, у меня впечатление, что в одном кармане у меня наркотик, в другом кармане у меня меч, в третьем кармане пистолет. И вообще мы становимся очень вредными для России. Я думаю, что вредным является позиция политиков, которые не помогли Федеральной миграционной службе, не усилили ее настолько, чтобы мы говорили о регулируемой миграции. Поэтому у меня вопрос следующий. Человек, когда сюда въезжает, к несчастью, виза не остановит того, о чем вы говорите. Потому что, когда он сюда въезжает, он должен платить за миграционный учет 2000 в карман частника, посредника, с которыми президент призывает нас бороться. Он платит от 17 до 30 тысяч, чтобы получить разрешение на работу. И он получает иногда 20%, а иногда, не иногда, а чаще всего вообще не получает деньги за свой труд. И ни одна партия российская не взялась, которая говорит так много о мигрантах, не взялась один раз посчитать, а сколько этот именно трудовой человек оставляет в России в виде домов отстроенных. Какую экономическую пользу получила Россия от труда вот этих людей, которые трудятся? Я сейчас не говорю о бандитах, которые могут приехать. Вот скажите, ваша партия что-то в этом смысле делает, не только подсчитывает, сколько она отправляет, а сколько оставляет. И еще у меня впечатление, что вы запускаете процесс отчуждения тех стран вокруг России. Есть процесс киданию камней, есть процесс, когда все собирается. И каковы принципы вашей партии по собиранию народов, которые находятся, я пока не поняла. Вот на этот вопрос тоже ответьте. Сейчас вы ответите, Владимир. Скажите, пожалуйста, как вас по имени-отчеству? Гавхар Кандиловна. Какой у вас замечательный русский язык. Спасибо. Приятно, да? Вот когда интеллигентный человек, вот я выросла на Памире рядом с пограничным отрядом. И русская культура – это часть моей души, так же, как таджикская. И вот еще один очень для меня существенный вопрос. Я приехала, были беженцы из Таджикистана, я создала маленький фонд по их защите. Что сделала такая партия? 93-й, гражданская война. Ужасная война была. И вот что делает такая знаменитая партия, как ЛДПР, что она делает для того, чтобы были защищены, кроме теории, которую я слышу уже много лет, с 93-го года, что она конкретно предприняла для того, чтобы наши специалисты находили то место, которое свободно, и чтобы его не занимал мигрант. Я вижу только неэффективность движения очень многих ведомств. Что конкретно ваша партия делает в этом направлении? Помимо того, чтобы закрыть границу, никого не пускать, и Россия со своими кавказским народом, со своими Татарстаном, Башкиристаном должны быть изолированы от всего интернационального окружения. Значит, отвечаю вам. Политические партии не занимаются подсчетом приезжих рабочих, не могут контролировать условия труда. Всеми этими вопросами занимается исполнительная власть. Я здесь представляю законодательную. Если я был бы руководителем Федеральной миграционной службы, ваш вопрос правильный. Министр внутренних дел, вопрос правильный. Я депутат. Законы все приняты. Но мы сейчас просим, и это уже сама власть говорит нам. Мы много раз ЛДП предлагали, давно уже, ввести визовый въезд.
Вот Вы наш уверены, вклад, что это поможет? вот наш вклад Дайте дадим ответить. заключается в том, что и исполнительная власть созрела. Но виновато в этом руководство Таджикистана. Они решили подоить Россию и вздули цены за базу. Если бы не было подъема цен за нашу военную базу, которые солдаты сохраняют мир в Таджикистане, не стоял бы сейчас вопрос о поездах Москва-Дюшанбе. Вы не Вы этого говорите можете понять. Таджикистан, вы не говорите Таджикистан, вы говорите СНГ, понимаете? Я вам говорю конкретный случай, понимаете? То есть все вокруг России так ее обижают, что она вынуждена Да, закрыть. да. В Севастополь поднимают цены за стоянку нашего Черноморского флота. В Азербайджане наша радиолокационная станция закрывают ее. Везде проблемы. И Украина, И Украина Севастополь, тоже. и Украина. Беларусь. И Севастополь это делает, я вам говорю. А через Белоруссию день и ночь контрабандные товары идут из всей Европы. То есть проблем нам, бывшие советские республики, создают больше, чем какие-то привилегии, которые можно получить. Поэтому давайте все в совокупности анализировать. Простой пример. Все бывшие советские республики живут лучше нас. То есть Россия через 20 лет Потрясающее снова открытие. всех кормит. Они все откормленные, все одетые, все и едут сюда погулять. Погулять. Бандитизм заниматься, понасиловать. Естественно, там у них работы не хватает, но это причина ваша. Это ваша религия. У вас по 15 детей. Если у вас, как у русских, будет один ребенок, вы вообще не будете думать о России. Да у меня двое, Вам не бойтесь. Вот и все. Вот пускай все таджикские семьи имеют 2 ребенка в семье. И проблемы никакой у вас не будет. То же самое Узбекистан. И весь исламский мир. Если мусульманские Еще лучше, семьи... по вашей философии, еще лучше их стерилизовать. Не Это, надо. ну, Это вот у вас дурацкие не, ну, я идеи. не знаю, ну, это у вас не так сталинский говорите. режим. Не, Я вам говорю, Давай. что проблемы Знаете, всего что, Жириновский, исламского вы мира из русского народа заключаются- фашистов не Не надо, сделаете. не надо удастся чушь вам, не нести. удастся. Я вам говорю, Подождите, есть я проблема. пытаюсь хоть какую-то логику про мигрантов. Одни услышать. народы остановились и не рожают больше. 2 ребенка, 2 умирают родители, остается 2. Численность не растет. У мусульман взрыв в 5-6 раз больше. Кто их будет кормить? Кто им даст работу? Вот за счет России, за счет Германии, за счет Франции. Но Франция, Германия, Россия этого не хотят. Два Поэтому если бы фактора. в Нет. Средней Азии была бы Украина, фактора. проблемы не было. Была бы Молдавия, проблемы не было. Была бы Эстония, проблемы не было. Проблемы ваши, местные Время обычаи. закончилось. И здесь вы должны их решать сами.